Хаджиев, Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. Туркменская диктатура сопровождается радикальными репрессивными мерами против гражданского общества. В ноябре 2023 года на паспортном контроле в аэропорту Ашхабада в выезде отказали журналистке Султан Ачиловой и ее дочери, которых пригласили в Женеву на церемонию вручения премии Мартина Эннелса. 21 ноября 2023 года Турция запретила руководителю фонда, правозащитнице Таджигуль Бигмедовой, въезд в Стамбул. А это уже трансграничное преследование, так как турецкие власти уже во второй раз делают это с подачи туркменских властей. Последние несколько лет возрождающееся гражданское общество туркменских граждан, оказавшихся за границей, сталкиваются с серьезным натиском режима Бердымухамедова, требующего депортировать наиболее активных туркмен, проживающих за рубежом, и критикующие власть. Аширбай Бекиев, преследуемый за свободу вероисповедания, блогеры Мялик Алламурадов и Азат Исаков были принудительно возвращены в Туркменистан по настоянию Ашхабада. Фархат Мейманкулиев, Равшан Клычев, Максат Баймурадов и ряд других из Турции в Туркменистан. Причем трансграничное преследование ведется с нарушением местных и международных норм, несмотря на серьезные риски и фабрикации на них властями уголовных дел и последующего тюремного заключения. В самом Туркменистане не прекращается преследование в отношении неудобных лиц, гражданских активистов Алабердыева, Душемова, Менгелова, Халыкова и других. Спасибо. Турция, миссия Турции, право на ответ. Пожалуйста, вам слово. Простите, что вмешалась в последний момент. Хотела бы отреагировать на то, что гражданам Туркменистана не пускают их в Турцию. Мы передадим это сообщение в столицу. Хотела бы, однако, проинформировать, что запрет въезда в Турцию может выполняться только в соответствии с законодательством, а именно закон о защите. И в соответствии с этим законом человек имеет право подать апелляцию на это решение. Благодарю вас. Хаджиев, Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. The Helsinki Fund for Human Rights. The Turkmen dictatorship has very repressive measures against civil society. In November of 2023, at the Ashgabat airport, at the passport control, the journalist Sultan Achilova and her daughter were banned from leaving the country. They were invited to Geneva to receive a prize. In the 23rd of November 2023, Turkey did not let the head of the fund, the Medvedev, who was a human rights defender, to come to Istanbul. And this was a cross-border persecution of a person, since the Turkish authorities, for the second time, are doing this with the support of their authorities. In the past 2 years, the civil society, which is growing, Turkmen citizens abroad are coming up against the assault of the Berkhamedov regime, who are demanding that the most active Turkmens who live abroad should be persecuted, and those who persecute the authorities. Ashbek Bekiev has been persecuted for his religious beliefs. The blogger, Mr. Muradov, and Mr. Sakev were forcefully returned to Turkmenistan at the insistence of Ashgabat. Farhad Menakuriev, Rashaf Kvichev, Maksad Baymuratov, and a number of others were forcefully returned to Turkmenistan from Turkey. And this is done in violation of all international norms, in spite of the risks and the trumped-up charges against them, and then being shut up in jail. In Turkmenistan itself, we have continued to see the persecution of people who are against the government, of activists, of a number of activists and others as well. Thank you. Sorry, is there another right of reply? I would like to exercise my right of reply from Turkish mission. Okay, we have still have time, please. Sorry for taking the floor at the last minute. I would like to exercise my right of reply regarding the expressions about the denial of entry of Turkmenistan citizens to Turkey.
we will convey the points raised about this issue to our capital. However, I would like to inform that entry ban into Turkey can only be implemented in accordance with the relevant legislation, namely Law on Foreigners and International Protection. And according to this law, relevant person has the right to apply relevant authorities against this decision or apply courts. Thank you very much.